На ТНВ в прямом эфире новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Собрание резолюций, петиции. Изучение татарского как государственного языка должно остаться обязательным. Как сегодня развивалась ситуация с татарским языком, следил Дмитрий Аринин. Привезли победу! Чемпионов WorldSkills встретила на родине Лина Зинатуллина. Все по счету. Берите по одному жетону, потому что больше нет. Почему казанцев не устраивает выдача жетонов в метро, узнала Динара Камалова. Молодежь, которая возвращается из города в деревню. Город для меня большая суета. О перспективах жизни и работы на селе в сюжете Сергея Хайдарова. Сегодня в Ассамблее народов Татарстана приняли резолюцию по преподаванию русского и татарского языков. Она отражает консолидированную позицию по этому вопросу. Сегодня в Доме дружбы народов Казани собрались учителя русского и татарского языков, представители родительских комитетов и органов власти. 3 основных момента. К январю объем изучения русского языка довести до уровня, установленного Минобром России. В 10-11 классах изучение татарского языка перевести на добровольную основу и обеспечить изучение государственного татарского языка как обязательного предмета. Также участники встречи подготовили обращение в адрес министра образования России по урегулированию сложившейся ситуации. О чем еще говорили? Чем отличается формулировка «родной язык» и «государственный»? И как это отразится на преподавании? Продолжение темы в материале Дмитрия Аринина. У нас вот русский выбрали, русский язык, у них не будет татарского. Будет язык на выбор конкретно. То есть или вы выбираете родной татарский или русский, то есть это могут сделать все, и русские, и татары. С такими известиями вышли родители с общего собрания в 102-й Казанской гимназии. Здесь объявили о грядущих изменениях в преподавании языков. На встречу нас не пустили, но в нашем распоряжении оказалась аудиозапись выступления директора гимназии. Если вы не собираете татарский, у вас его не будет вообще. Вы сегодня напишите заявление, мы эти заявления обрабатываем. Пока я не получу ваше заявление, я не смогу определить, какое количество детей у меня выбирает татарский. Я не могу определить, сколько учителей у меня останется татарского языка и с кем надо будет прощаться. Родителям предложили заполнить заявление о том, какому языку будут посвящены предметы родной язык и родная литература. Как говорится в тексте заявления, именно эти предметы, согласно федеральным стандартам, являются обязательными, но с учетом мнения родителей. В этой гимназии мнения разделились. Написали русский. У меня ребенок говорит, что она хочет поехать жить там в Питер, в Москву. Пусть немножечко знает татарский. Он русский мальчик. Что вы выбрали? Татарский. Потому что должны знать татарский язык дети, хотя бы разговорный. Языковой вопрос номер 1 за последние 2 недели. Сеть разрывают сообщения, якобы татарского не останется, а учителей уволят. После такого более 400 учителей написали письмо в Госсовет с просьбой сохранить преподавание татарского языка. Мы же дружно жили. И будем дружно жить. Но зачем такой ситуации надо создавать? О том, что татарский язык в школах должен остаться обязательным, как государственный, сегодня провозгласили на Республиканском представительном собрании. Здесь встретились чиновники, педагоги и члены Ассамблеи народов Татарстана. В документе также указывается, объемы русского языка нужно довести до федерального уровня, а в 10 и 11 классах сделать изучение татарского языка добровольным. Сегодня в Доме дружбы мы постарались выработать консолидированное мнение и методистов, и ученого мира, представителей русской и татарской общественности. Также депутат Госсовета Разиль Валеев собирается добиться корректировки, а точнее конкретизации федеральных образовательных стандартов. По ним сейчас у школы есть 4 варианта учебных планов, и по 2 обязательное изучение закреплено за родным языком. И здесь, по мнению парламентария, нужно уточнение. Там не прописано, что это государственный язык. Там написано родной язык. Но не как родной язык. Русские должны изучать татарский язык. Должны изучать как государственный язык. Вот в этом-то и недостаток. Как сегодня заявил Фарид Мухаммедшин, в Госсовете вопрос татарского языка также без ответа не оставит. Эту тему хотят обсудить уже завтра на сессии парламента. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Сегодня татарстанские чемпионы WorldSkills вернулись в Казань. Триумф на чемпионате в Абу-Даби, президентский прием в Москве и, наконец, родина и встреча с близкими. Позвольте вернуть ваши аплодисменты назад. Аплодировать нужно вам. С такими словами накануне принимал Владимир Путин российских победителей. Эмоции долгожданного возвращения у Лины Зинатульной. Приветствуем победителей WorldSkills, гласит плакат в руках встречающих. И именно за этим здесь собрались родные, друзья и однокурсники чемпионов. Заветный рейс уже на табло, цветы наготове, кричалки отрепетированы, а в сердце трепет. Разлука, как оказалось, длилась куда дольше, чем чемпионат в самих Эмиратах. В течение 1,5 лет у них были периодические подготовки в корейской компании, поэтому мы его видели дома очень мало и урывками. Зато теперь ребят встречают как гордость республики. Накануне их принял президент России. Сборная страны по количеству набранных баллов стала первой в Абу-Даби. Золото и 2 серебра в копилку принесли татарстанцы. Спасибо большое за ваши аплодисменты. Позвольте мне их вернуть вам назад. Все, кто с вами работал, и вы лично проделали, конечно, колоссальную работу. А сегодня не сдерживают эмоции близкие. Делятся ими и сами чемпионы. Стать лучшим холодильщиком в мире – это просто. А кто-то так и не расстается с медалями. Жаркое состязание в Эмиратах в Казани оценивают холодной головой. Это очень интересный опыт, съездить вот так вот в другую страну на соревнования такого уровня и посоревноваться с участниками из других стран. Мы победили, мы привезли победу сюда. Мы думаем, нами все гордятся. Гордятся своими победителями в первую очередь близкие, причем не в одном поколении. Хочу пойти за своим братом по его стопам, узнать весь мир, поездить по странам, выигрывать всякие чемпионаты. Всегда думала, что он чего-то должен добиться. Очень рада. Воля к победе, тренировки и технологии. Для Татарстана, который через 2 года сам примет мировой чемпионат, это была неожиданная победа. Конечно, они будут отмечены, поощрены. И сами ребята, и те, кто их подготовил. А теперь готовить будут уже новых чемпионов. Через 2 года комплекс «Казань-Экспо», что строится рядом с аэропортом, примет чемпионат WorldSkills 2019. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Дороги в Татарстане стали протяженнее, безопаснее и качественнее. По казанской агломерации отремонтировано больше 119 километров дорог, на региональных больше 40 километров. О реализации федерального проекта по благоустройству дорог говорили сегодня в Казани. Не только обсуждали, но и судили участников конкурса профмастерства. Все подытожит Альбина Салгараева. Ювелирная работа для большой машины. Сегодня между собой соревнуются водители тяжелой техники, экскаваторов, самосвалов, КАМАЗов. Парковочный карман. Очень не совсем сложно, но все же были небольшие змейка. Все было время, волнение. Выровнять, засыпать, закатать – вот что нужно сделать быстро и качественно. Конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills, а они высокие. Согласно этих стандартов выполняется упражнение по фигурному вождению дорожно-строительной техникой в компетенциях управления автогрейдером, управления фронтальным погрузчиком, управления экскаватором. Демонстрация не только профмастерства, но и достижений татарстанской продукции, которая помогает делать дороги безопаснее и качественнее. А это и есть задача приоритетной федеральной программы. Вот участок дороги, отремонтированный на восстание декабристов, а вот развязка на Чистопольской, которую также привели в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». До начала совещания с результатами работы можно было ознакомиться на своеобразном информационном табло. Но меньше слов, больше цифр. Так, аварийность должна снизиться на 50%, в перспективе и на 85%. Порой кажется, что жизнь – это череда белых и черных полос. От дорожной философии к статистике. По казанской агломерации отремонтировано более 119 километров дорог. На региональных дорогах больше 42 километров. Дорожники Татарстана показывают все пример организованности, нацеленности на результат и первыми заключили соглашения, первыми были при подписании контракта с подрядными организациями. Следующий этап, наверное, такой более конструктивный, требующий более, так сказать, серьезных затрат. Вот, скажем, если мы говорим про казанскую агломерацию, то однозначно, то есть мы сейчас по поручению президента уже начинаем заниматься разработкой проектной документации по Большому Казанскому кольцу. К слову, попутно приводят в порядок инфраструктуру, устанавливают ограждения, дорожные знаки, искусственные неровности и современные светодиодные светофоры. Альбина Салгараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Один в одни руки с дефицитом жетонов столкнулись пассажиры казанского метрополитена. Руководство метрополитена утверждают, ограничений не вводили. Так кто же создает дефицит, разбиралась Динара Камалова. Неудобно. Из дома на работу и обратно Айгуль Халикова добирается на метро. Говорит, это быстро, но в последнее время утомительно. Все дело в том, что на кассе не отпускают в одни руки несколько проездных монет. Оттого и очереди в часы пик. Кассиры говорили, то, что берите по одному жетону, потому что больше нет. Кассиры не продают, да и объяснить причины такого дефицита не торопятся, говорят пассажиры. Остается лишь сами им делать выводы. Чисто по-русски выдавать на одному. Надо один, бери один. Много народу, наверное, путешествует. Может, специально делают мало, чтобы переходили на пластиковую карту. Куда же пропадают жетоны? Казанцы уверены, что без рук гостей столицы здесь не обошлось. Так эти круглые монеты из казанского метрополитена стали любимыми сувенирами наших туристов. Мнение о том, что подобный дефицит жетонов вызван специально среди пассажиров подземки, гуляет давно. Все для того, чтобы перевести всех на проездные карты, убеждены они. Реальные случаи отказа продаж подтвердили и в самом метрополитене, но то, что дефицит может быть кому-то на руку, опровергли. Все жалобы, которые к нам поступают, мы работаем, проводим с операторами, кассирами, разъяснительные работы. А вообще руководство метрополитена, не руководство станции метрополитена не ограничивает пассажиров в покупке проездных смарт-жетонов. Если вам не хватило жетонов, то можете оставить свою жалобу в гостевой книге метрополитена. Нас заверили, проблему решат. Динара Камалова, Ильшат Мухаметов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В селах республики сокращается дефицит ветеринаров. Проблема остро стояла еще 3-4 года назад. Сейчас по специальности трудится больше 150 молодых специалистов. Интерес молодежи вызвала республиканская программа. За последние 3 года в селах построили 126 новых ветеринарных пунктов. Как условия повлияли на выбор, расскажет Сергей Хайдаров. Клинически здорово, без каких-то видимых повреждений. Никаких исчезновений из глаз, из носа. Кошка Катя успешно прошла первичный осмотр. Ее ждет стерилизация. Животное быстро засыпает под общим наркозом. И дернуться может, и нам неудобно будет операцию делать, если она заваливаться будет. Она же легкая кошка. Для Рамиля Сибгатуллина такая операция далеко не первая. В ветеринарном центре села Русская Макулова он работает уже 2 года. Закончил Казанский ветеринарный университет, но столице предпочел родное село. Город для меня большая суета. Не знаю, деревня больше. Здесь, как говорится, есть и любимые увлечения. В городе это не всегда найдешь. На работу ветеринарам в городе стоят очереди, а в селах недобор. И это несмотря на созданные условия. Только за последние 3 года в селах республики построили 126 ветеринарных пунктов. Ветеринарный центр работает круглый год и не прерывается даже на праздники и выходные. Потому что обслуживать приходится сразу 5 сельских поселений, в которых проживают почти 2000 человек. Около 650 дворов в нашем сельском поселении. Среди жителей ветеринарный пункт очень востребован. Люди обращаются по различным причинам сюда. Всегда довольны в обслуживании. Обслуживать население молодому ветеринару помогает служебный транспорт. На нем он может добраться до отдаленных сел. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем речь пойдет далее. Казань-Оргсинтез повышает экологичность. Гордимся очередным достойным шагом. Очистные сооружения после реконструкции оценила Лейсан Сабирова. Посмотрим в Баки, совершенно по-другому, совершенно по-своему, совершенно просто прекрасно, понимаете? Это Баки Идрисович Урманчи. При жизни стал классиком татарского изобразительного искусства. Подробнее Эльмира Шимарданова. Знание – сила. Сегодня Рустам Минниханов дал старт программе прорывного лидерства для республиканских руководителей. Обучение начинается в Сан-Франциско, где президент находился с деловым визитом. Руководство республики уже успело заключить ряд крупных договоров. Подробнее Рамиль Шайдулин. Вот отлично. Если чуть-чуть джинсы брюки приподнимете, будет лучше. Это не металлорамка и не телепорт, а замерщик ног. С ним обувь шьется по индивидуальным меркам прямо из дома. Разработку Кремниевой долины предлагают внедрить в Татарстане. Сначала президент пробует на себе. Комфортная обувь, она циркуляцию крови не удерживает. Соответственно,
Здоровые ноги, здоровье нации. Прорывные идеи из Америки презентуют неспроста. Делегация из Татарстана в Штатах с деловым визитом. Вновь открыты всему новому. Так, американские и татарстанские компании подписали меморандум, одним из пунктов которого станет производство катализаторов на базе драгоценных металлов. Проект заработает в Танеко. На существующих наших производствах вы могли резко увеличить и объемные показатели, и экономические показатели. Почему мне даже это интереснее? Ожидается, что в декабре американские специалисты приедут в Казань обучать работать в цифре и облачными технологиями. А сегодня татарстанцы в Америке начинают учиться лидерству. Я уверен, что то, что вы здесь услышите, это во многом и изменит ваше видение и понимание. Татарстану презентовали проект Hyperloop – сверхскоростную систему транспорта, пока не представленную в России. Рустам Минниханов поручил Минтрансу внимательно изучить проект. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Сан-Франциско. Впервые по праву сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с финалистами Всероссийской олимпиады школьников по праву. Это ребята из Казани и Челнов. Если еще 5 лет назад таких было только 4, то сегодня все 15. Команда Татарстана стала одной из самых больших, уступив только Москве. Нагрузка была, конечно, тяжелейшая. То есть в течение года мы полностью все усилия тратили на олимпиадные задания, на подготовку к ним. Когда уже приехали, было ощущение того, что все, что нужно было подготовить, ты это сделал. Здесь 3 составляющих успеха. Во-первых, талантливые упорные дети. Во-вторых, это внимание школ. Также внимание республиканского руководства. То есть наших олимпиадников поощряют, на наших олимпиадников обращают внимание. Также вот и сейчас у нас парламентский урок прошел в стенах Госсовета, что, безусловно, для нас большая честь. Их встреча с председателем Госсовета прошла в рамках парламентского урока, посвященного 25-летию Конституции Республики Татарстан. Фарид Мухаммедшин рассказал, какую роль в жизни республики занимает право. Здесь очищают до 47 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Сегодня на Казань-Оргсинтезе презентовали новые иловые очистные сооружения. Как это влияет на экологию города и на производство, расскажет Лейсан Сабирова. С этого момента на Казань-Оргсинтезе начинается новый цикл. Сточные воды после узлов механической очистки перекачиваются на шламовые площадки. Здесь у воды осадка пути расходятся. Вода уходит в так называемую голову очистных сооружений и проходит еще одну очистку, а осадок высушивается и утилизируется. Изменилось основание, изменилась подача, изменилось дренирование. Вот. Более качественно, более эффективно стало. Экологическая модернизация на предприятии началась в прошлом году. Реконструкция позволила расширить площади сооружения, открытые лотки заменили на закрытые, укрепили стены, сточные воды не будут просачиваться в грунт. Специальные добавки бетон есть, который гидроскопирует, да, пенетрон называемый. Он добавляет в бетон, и бетон вообще не пропускает вечный практически. Да. Это своего рода замкнутый цикл. Очищенная вода вновь возвращается на производство, тем самым минимизируя сбросы в Волгу. До минимума сократился и сбор воды из Волги. Проводить экологические мероприятия по-новому на Казань-Оргсинтезе начали после вхождения в состав группы компании «Таиф». По России 55 предприятий, которые заключили четырехстороннее соглашение. На сегодняшний день из 55 предприятий, 5 предприятий – это Республика Татарстан. Из 5 предприятий 3 предприятия – это группа компании «Таиф». Стоимость работ, сумма работ гигантская, но та сумма предотвращенного ущерба природе, она в разы больше. Поэтому мы гордимся очередным достойным шагом предприятия «Казань-Оргсинтез», сделанным в вопросах охраны окружающей среды. На этом работа по повышению экологичности на предприятии не завершается. Идет проектирование усреднителей сточных вод. Лейсан Сабирова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Он наслаждался только самой работой. В этом году исполнилось бы 120 лет со дня рождения Баки Урманчи, одного из самых солнечных художников Татарстана. Его творчеству посвящены 5-й казанские искусствоведческие чтения и выставка его работ в экспозиции «200 полотен». Некоторые выставляются впервые. Эльмира Шеймарданова прикоснулась к искусству. Художник
вселенского дарования татарский да Винчи. Баки Урманче поражает и глубиной таланта, и широтой творческих интересов. Живопись, графика, скульптура, театральная сценография. Баки Урманче, один из лучших его периодов, это казахский период. И, к сожалению, я очень сожалею, что он не остался у нас в Казахстане. А такие великолепные работы, как, например, портрет Джамбула, в гостях у Джамбула. Клара Исабаева приехала на выставку из Казахстана. Она влюблена в татарскую культуру, и среди ее подруг много татар. Я просто испытала потрясение, насколько казахский язык близок к татарскому языку. Вот. И на меня огромное впечатление произвела ваша культура, ваш фольклор. Самая крупная коллекция работ Баки Урманче, соединившего в своей биографии 2 века, хранится в Татарстане. Потому увидеть ее хотели бы во многих уголках не только России, но и за рубежом. Думаю, что сделаем какой-то такой совместный проект с Казахстаном обязательно, наверное, вывезем. Баки Урманче оказал огромное влияние на развитие узбекского художественного искусства и других республик СССР, где до революции изо-жанров не было вовсе. На этой выставке собраны вещи, которые были привезены из Москвы, из фонда Марджани, из собраний, из частных собраний. Это собрание Галеева. Из Альметьевской галереи также мы привезли пару работ. Урманче еще при жизни был признан классиком татарского живописного искусства. Его именем названы улицы в Нижнекамске, Зеленодольске и Казани. А сегодня его почитатели таланта становятся все больше благодаря деятельности искусствоведов, которые открывают новые грани его таланта. Эльмира Шамарданова, Данил Филатов, ТНВ Казань. История государства российского за 6 часов. В пятницу в Казани откроется новый исторический парк «Россия. Моя история». Его необычность в том, что он мультимедийный. Цари оживают на интерактивных досках, себя можно почувствовать участником сражений и даже поговорить с маршалом Жуковым. 10 веков за полчаса съемок прошла Диляра Низамова. Чтобы самостоятельно изучить весь материал, который представлен на этой выставке, потребовалось бы провести годы в библиотеке. Теперь это лишь несколько часов увлекательного путешествия во времени. Здесь мы видим, как размещены дома в городах Волжской Булгарии. А здесь можем посмотреть с высоты птичьего полета на Владимир. Одним нажатием пальца оказаться в XII веке. Не всегда профессиональные историки – это хорошие писатели. А наша задача, чтобы текст был максимально читабельным, как мы это сказать можно так немного, чтобы он был понятным, интересным и захватывающим. Основная идея, которую пытались воплотить создатели парка, сделать каждого посетителя соучастником исторических событий. Чтобы дела давно минувших дней предстали перед нами в ярком, увлекательном формате, сохранив при этом научную достоверность. По значимости с этим не может сравниться никакое другое событие в истории нашего Отечества. Впервые исторический парк был открыт в Москве, и теперь эта идея успешно воплощается в регионах. Обязательное условие истории родного края и народа непременно присутствует в каждом регионе. Задача была такая, чтобы не показывать противостояние русских и татар, России, Золотой Орды, Руси, Золотой Ордой, потому что, по сути дела, это несколько идеологизированная точка зрения. Таких конфликтов серьезных, антагонистических не было никогда. Исторический парк – это 2 павильона на Казанской ярмарке. Откроется он уже в пятницу, 27 октября. Диляра Низамова, Данил Филатов, ТНВ Казань. Стало известно имя самой красивой татарочки в Уфе. Завершился международный конкурс красоты «Татар-Казы». Победила 19-летняя студентка КФУ Гульназ Гатина. Новая мисс, уроженка села Карамышево Черемшанского района, руководитель вокального ансамбля «Мизгел». Главный приз для нее – автомобиль «Лада». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Спаслись чудом, но остались совсем без всего. Ночью в казанском поселке Салмачи сгорел частный дом. Все подробности через несколько минут. Сейчас прогноз погоды и до встречи на ТНВ завтра. Вместе с силой приходит ответственность. Ответственность за партнеров, клиентов, работников и за то, что окружает нас. Изо дня в день. Поэтому Казань-Оргсинтез неустанно совершенствует экологическую защиту на предприятии на мировом уровне. Казань-Оргсинтез. Год экологии.
поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. С 25 по 27 октября на Казанской ярмарке выставка Дор Транс Экспо. Содержание и строительство дорог, дорожно-строительная техника, транспорт, безопасность движения. 12+. С днем рождения, Эссен! С днем рождения, Эссен! Орхидея 9 сантиметров 299 рублей. Тушка цыпленка бройлера 1 килограмм 84 рубля 50 копеек. Она красивая, модная и желанная. Идеальная для работы и учебы. Повседневная и для особого случая. Новая коллекция одежды уже в продаже. Торговый центр «Франк». Юлиуса Фучика, 90. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Все секреты китайской медицины. Лечение болезней у профессоров Университета китайской медицины города Чанчжу. Телефон 236 89 86. В магазинах «Идеал» новая коллекция осень 2017. Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Коррекция зрения 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузляр. Привет. Привет. Сегодня в школе нам рассказали про вредное производство. У тебя на работе не вредное производство? Нет, давно уже не вредно. Канзань Оргсинтез. В гармонии с природой. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, выпадет снег. Ночные температуры -6, днем около 1 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачно и также ожидается снег. Ночью -4, днем -1. На севере Татарстана, Менделинский, Агрызий, Менделеевский облачная погода, синоптики обещают снег. Ночные температуры до 3 градусов ниже нуля, днем около 0. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтасе синоптики обещают снег. Ночью -4, днем -1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном пасмурная погода. Ночью без осадков до 4 мороза, днем выпадет снег и около 0. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ночью также осадки не ожидаются. -5. Днем со снегом и -1. В последующие дни ожидается такая же погода. И еще одна полезная информация. Спонсор программы «Мега Мебель на Компрессорном». Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Удобная парковка. Приходите, приезжайте по адресу. Город Казань, Сибирский тракт, 34. «Мега Мебель на Компрессорном» – самый большой мебельный центр города. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс недвижимость. 295 77 77.
Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». ООО «Акбарс Недвижимость» предлагает квартиры от 1 700 000 рублей в популярных жилых комплексах Казани. Дополнительная информация по телефону 295 77 77 или на сайте akbars-dom.ru. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается переменная облачность. Ночью выпадет снег, -2, -4. Днем без осадков и около 2 градусов мороза. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана. Известна далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 000 человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.